Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. Добрый вечер. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 19 апреля 2022 года. 18:01 время по Берлину и 19:01 время по временно оккупированному Джохару. Приветствую вас, друзья. Как обычно, хотел бы сразу начать с новостей со страницы в Фейсбуке Генерального штаба Сбройных сил Украины, показать вам парочку видео и сообщить информацию от Генерального штаба касательно оперативной обстановки и потерь фашистов в Украине. Итак, давайте сразу перейдем к делу, пока вы собираетесь. Быстренько зачитаю, сейчас я везде звуки только уберу, потому что чтобы если у меня зависает тут, я буду подглядывать на телефон, зависло или нет. Так, уничтожено, как известно, вчера было уничтожено 20 600 штук оккупантов. Сегодня еще около, приблизительно все оценивается, уничтожено еще 200 оккупантов, то есть за один день. 20 800 оккупантов сложили свои буйные головушки на территории прекрасной Украины. Танков уничтожено 802 штуки, 2063 боевых машин уничтожено, 386 артиллерийских систем, из них 132 РСЗВ, 67 засобы ППО, 169 самолетов, 150 вертолетов, 158 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1495 автомобильной техники, 76 цистерн, бензовозов этих, и 8 кораблей. На 19 число, на 19 апреля 2022 года. С 24 февраля, то есть сего года, 22 года. И я бы прочитал буквально немножко тут, что приводит нам сайт, страница Генерального штаба ЗСУ. У нас нет маленьких людей, в кавычках. Каждый наш народ воин. Каждый наш воин Украина. И как только россияне пришли денацифицировать украинцев, каждый из нас стал горой перед врагом. Эту гору можно попробовать взорвать, стереть с лица земли, изнасиловать на ней железные армады и полмонстра. Но невозможно снять с места то, что концовку до конца стоит на своей земле. Теперь мы уничтожаем врага ни за что. Наша Украина гора крепчает, потому что Украина мужчина ее держит. И так будет вечно. Ваши силы специальных операций Украины. Слава Украине! И я бы хотел бы дополнить тому, что здесь говорится. Это, конечно, очень задевает за душу вот эти слова. И напомнить украинцам, украинцы, денацифицировать, демилитаризировать, мы понимаем, да, разоружить, лишить вас армии, военной мощи вас лишить. А денафицировать, это значит вас лишить вас своего я, вас лишить своего украинства, вас сделать рабами, это значит. Вот что значит денацифицировать. Они хотят вас сделать теми, кем вы не являетесь. Они хотят унизить, опустить вас. И эти изнасилования, и это, да, это зверье, они получают от этого удовольствие, но им это позволяется. И это поощряется их руководством. Для того, чтобы вселить в вас страх,
стелить в вас ужас, а это должно вызывать у вас обратную реакцию, это должно у вас вселять гнев, ненависть к врагу, презрение. Как это можно? Как может человек, называешь себя братом, воин, там, завоеватель, ну это же какой-то кодекс чести у воинов всегда был, а законы, правила и обычаи ведения войны были всегда. Да, это считалось раньше, но это считалось у зверей, у дикарей это считалось. И человечество пришло к тому, что правила и обычаи войны запрещают изнасилование, убийство безоружных, пленных, пытки, а не говоря уже изнасилование детей, что тоже неоднократно уже подтверждено, факты зафиксированы. Все это передастся в Гаагу. Я вам не буду сейчас спешить, я вам расскажу еще кое-что интересное, но продолжая, пока мы являемся на этом, на странице Генерального штаба, я хочу вам показать видео. Так, друзья, минутку внимания. Видео 1 минутку, как 1 минуту всего, поэтому не займет вашего много времени. Так, внимание. Оно без звука. Итак, здесь важно отметить, что украинцы получают мощнейшее оружие, сверхсовременное оружие. И у оккупантов нет никаких шансов. Никаких шансов у них нет. Это как сравнение, вот есть у меня на канале есть один чеченский командир, который воюет в Украине на чеченском языке. И вот я слышал его обращение, там он обращается к чеченцам, к родственникам чеченцев, которых посылают на эту войну. Он на чеченском языке говорит, он душой, телом, видно, человек болеет, переживает за то, что чеченцев гонят на эту войну обманом, угрозами, там еще очень хорошо чеченцев спровоцировать. Там, ты что, не мужчина, там, ты же можешь, давай, что, тебе что, испугался и так далее. И на это чеченцы на слабо, чеченцы ведутся на эту тему. Есть такое у нас, особенно молодежь, особенно вот из этой среды и так далее. Так вот, он говорит, сравните, говорит, российскую машину и сравните американскую, европейскую машину. Вот такое же оружие, то даже еще лучше по сравнению. 80-90 километров с расстояния украинцы уничтожать уже поступают, уже в работе, работа ведется 80-90 километров. Ничего делать не надо. Сидит человек за компьютером, управляет и уничтожается целые колонны. Абсолютно вообще шансов у русских нет. Да, сейчас начинается началось уже движение, большое контрнаступление и так далее, и так далее. Никаких шансов у них нет. Дело времени, пока просто дойдет очередь до вот этих разных, которых там нам показывают. Никто не позволит. Запад 100%
однозначно настроен 100% дать победить Украине. Все предоставится. Деньги, оружие, информационно мы их били. Полностью российская пропаганда бита. Google карты показали в полном отличном разрешении российские военные базы, атомные, военные, подводные лодки, самолеты, аэропорта. Все уже в отличном качестве. Раньше они этого не делали. То есть доступ предоставлен всем, в том числе и нам, чеченцам, для того, что где кто находится. Сейчас мы, чеченцы, если кому интересно, ребята, особенно кто вот этим умеет заниматься, хорошо, зайдите, посмотрите на территории Чеченской Республики и вокруг нас на Кавказе, где кто находится. Пожалуйста, сделайте это. Антитеррор, если ты меня смотришь, ты тоже это сделай. Антитеррор и другие. Сделайте, зафиксируйте этот момент. Зафиксируйте, где у них что находится, какая техника, где они дислоцируются. Это очень важно. Это во-первых. Во-вторых, информационно уничтожаются все каналы. Сегодня я узнал, что уничтожен, блокирован на Ютубе канал «Войнах». Они теперь могут вещать только маленькое там где-то у себя на свое телевидение. Потому что у всех есть смартфоны и все сидят в Ютубе. Все от мала до велика сидят в Ютубе. ТикТок, Ютуб. И это дальше так будет продолжаться. Киселев, говорю, то же самое, в принципе. Скобеева, Соловьев и все остальные вот эти пропагандоны, их все каналы блокируются. Я их постоянно смотрел. Нужно мне было смотреть, знать они о чем говорят. И сейчас их тоже можно найти там на других каналах, там перекидывается. Но у них были каналы миллионники. Там Соловьев возмущался, почему его там в тренды не пускают, там что-то ему делать и так далее. Нету этих каналов, все заблокировано. Информационная площадка чистая. Друзья, мы абсолютно победили, и это Украина, понимаете? И это сделал Америка, это сделал Запад, это поддержка нам, потому что информационно очень важно. Нету другой информации, кроме той, которую предоставляем мы. А мы предоставляем по большей части честную информацию, правдивую информацию. Это очень хорошо, что мы избавились. Информационное поле зачищено. Вооружение мощное. Мотивация украинцев просто супер на высоте. То, что делают бойцы в Мариуполе, это мотивирует, поднимает дух. Я горжусь этими людьми, которые там находятся. Я с удовольствием оказался бы в их рядах. С удовольствием. Оказаться там и помогать им в этом деле, это большая честь была бы для любого человека. И мотивация врага, она так низка, друзья, что она, наверное, это в первую русско-чеченскую войну, она была такой низкой у них. Еще когда дома они взрывали, когда они во вторую войну взрывали дома, тогда они информационно и в Ютубе их не запрещали, они рукопожатные были, Путина там, Тони Блэр и все остальные принимали там и так далее, и так далее. Поэтому в этом плане информационно они нас загасили полностью. Причем наши информационные ресурсы, такие как Удугов, там люди, которые представляли это, они, оказывается, не работали именно на чеченцев, они работали на себя, или там на турецкие службы, или на русские службы, я не знаю. Но на чеченцев, на чеченский народ они не работали. Не все были, кто работал, их убивали, там большая каша была в этой системе тоже. Но, как мы видим, Удугов пропал, его нет, и есть вот его Кавказ-центр, который работает, ну, или на турецкие спецслужбы, или, я не знаю, и на турецко-русские спецслужбы, или на себя и турецкие спецслужбы. Не знаю, что там происходит, но свободного, правового, демократического чеченского государства, которое строили Дудаев, от него мы отошли. Так вот, в этом плане Украина полностью бьет по всем фронтам. Осталось единственное, что может сейчас сделать русские. Они сейчас говорят о химическом оружии, о бактериологическом оружии, о ядерном ударе. Чего-то, что-то они готовят. А вероятно, даже они это сделают. Но мы должны об этом сказать, чтобы они знали,
Американцы сказали, американский генерал сказал, что в случае нанесения ядерного удара, то Америка это будет расценивать, что это как начало ядерной войны. И по России тоже можно нанести ядерный удар. Потому что украинцы самый большой после советского, после России ядерный потенциал передали международному сообществу под гарантией США, Великобритании и России. И теперь, если по России уже помощь оказывается, базару нет. К американцам, к англичанам претензий, по крайней мере, у нас быть не может. Вообще, у украинцев, у нашей стороны быть не может. Однозначно. А если наносится ядерный удар, вот в таком случае, я думаю, ядерный удар нужно нанести ответ. Это другого выбора нет. Если позволить нанести ядерный удар по Украине и это проглотить, и начать там спасать, и говорить: Володя, пожалуйста, не бей больше дальше, то он нанесет следующий удар по Варшаве, по Нью-Йорку, по Вашингтону, там, по Берлину, куда угодно. Поэтому, конечно же, нужно моментально отвечать и надо четко дать понять. Применишь химическое, биологическое, ядерное, сразу же по твоим бункерам наносится удар. Однозначно 100% Дион. По-другому и быть не может. Поэтому сейчас ситуация такая, что начавшееся движение вот этой армии, банд армии, в моем понимании, я не владею никакой инсайдерской информацией, я, как вы, смотрю, вот генеральный штаб ЗСУ, другие, третьи, слушаю, анализирую и вижу, что говорят там чеченцы, вот тот же чеченский командир, который сейчас делает обращение, и на моем канале вы можете посмотреть на чеченском языке это обращение, правда. Я думаю, что ни один оккупант из Украины не уйдет. И они будут просто полностью уничтожены. Вот. Дебыдлотизация и демилитаризация России в Украине, она вот будет 100% решена. К большому сожалению, туда отсылают молодых наших чеченских парней, которым 20 лет, там показывают вчера видео, 19-летний пацан, он говорит, он из военных, их в армию туда, на войну люди пытаются. Другой работы нет и пытаются, весь мир предал. Поэтому никто не имеет права нас вот огульно всех обвинять, что чеченцы там это, третье. Никакого права нет. Мы в тяжелейшем положении находимся. Постгеноцидная нация. И вот 19-летний пацан, абсолютно он хорошо себя бодро чувствует. И они там, до кадыровцев он дорвался, Росгвардия вот это. Они уже старики, там 40 лет, 45 лет им. И они говорят, сколько вас было? Он говорит, нас 700 человек было. Нет, он говорит, 1000 человек было. Могу ошибаться сейчас в цифрах. 1000, по-моему, говорит. А сколько осталось? 300. Ну, это такой нормально держится. Это ВДВ. Помните, Гиркин сказал, я у себя на канале рассказывал, Гиркин сказал, всех командный состав уничтожит ВДВ, эти десантники. Вот этих десантников просто покрошили украинцы. Просто от них ничего не осталось. Вот остались вот разбитые 300 человек из 1000. Поэтому мне жаль, я не хотел бы, я призываю еще раз. Аздигардох, массу ночи, дега, ненига, шун хумадир дачун, чудуаха, чубидух кардачун, дой ардол шун сига. Азю ночи матла далму, айох карюар, юга кайкам беш, юга олш. Сунца му элдиз, магаршу, мадагитарашей беш, Путин бойл отца творя, да, гайск шанюхи итен. Neer makkadan, temш mabaitáras. Да, дикнак дуаркуна. Мегер, давайте я тогда дальше.
Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Так. Aslan del alış voyla. Постоянно дейре свой массу voyla del alış уре. Так, только с Америкой. Ассаламу алейкум, приветствую, друзья. Ва алейкум салам, додавлютук, маш вовель. А кто тебе не дает? Поезжай, флаг в руки, Бисан Ибрагимов. Куда поезжай? Куда, о чем ты? Так, салам, Аслан. Привет, Украина, Ичкерия. Крым, Донбасс, Украина. Карабах, Азербайджан. Греф, Вольф, Олег, Саша, Саха, Ури, Довиле, ва алейкум салам. Друзья, витаю вас. Нью Горизонт, ва алейкум ассалам. Друзья, Украина, витаю вас. Всех приветствую. Так, всех, кого не назвал, тоже. Егор Дубинин, Рашка будет проклята, проклята эта страна. Последние, друзья, последние 100%, последние 50 лет, следующие 50 лет имеется в виду, Россия будет виновной, осуждена и наказана. То, что делает вот этот русизм, Путин и КГБ, это станет навеки вечное, будет наказано, и вы увидите, как немцы за нацизм, за СС будут нести за это ответственность. Запомните, это будет 100%. Все, с Россией больше цацкаться перестали. Я вот как вижу это, идет полностью разоблачение. Да? Можно было бы сказать, как они нас расчеловечивали. А их не нужно расчеловечивать, их нужно разоблачить просто. Просто их истинную сущность показать, и они не люди, не человеки. Это самые страшные преступники на этой земле. Если КГБ и вот этот русизм будет наказан, 80% зла на земле закончится. Даже, может быть, наступит, я не знаю, время, там, я не знаю, идиллии, время процветания, время любви и надежд наступит. И это произойдет. Вы увидите. Навеки вечная будет проклята Россия. Да, мула. Так. Пойдемте дальше. А кто тебе не так? Ассаламу алейкум, Ва алейкум ассалам. Как можно слушать этого крутого пацана, говорит Шамиль Миталев. Шамиль Миталев. Шамиль Миталев, ты кто такой? Скажи по национальности, кто ты такой? Беслан, что ты думаешь, все будет как сейчас? Кто Беслан? Беслан Милувай. Метвол Итар Цецееш. Беслан Милувай, она уре. Ух ты, эфир. Да, леди. Вы жду хочешь ты или нет? Леди Машо, добрый вечер с Украины. Украина, та Ичкерия будет Вильна. Альтар Ибанали. Витаю, добрый вечер. Беслан Ибрагимов, за базар надо отвечать, а не пустословить здесь. Не понял, Беслан, вы что-то уже там пообщались? Амелду Адирг. Аслан Лорс, так. Ты, наверное, думаешь, все больные, как ты. Это, не, я не понял. Вы пишите, хотя бы имя напишите мое или кому обращайтесь. Аслан, такие подвиги, как Азове, мы совершали каждый день в Ичкерии. Я ни в коем случае не хочу принижать подвиги украинцев, но наше сопротивление врагу никто не оценил, да и мы не просили. Шульдамак, конечно же, да, мы совершали. Но когда мы говорим «мы совершали», то мы немножко не совсем корректны. Потому что когда совершает это Азов, это совершает вся Украина. Когда совершают это наши бойцы, это совершает вся Ичкерия, все ичкерийцы. Очень мало или вообще почти не осталось живых тех, кто совершали эти подвиги, которые реальные были. И в каждом народе, в каждом государстве есть эти герои. И без этих героев нет ни одного государства.
когда они нужны государству, народу, они этих героев подтягивают. И бывает, когда если проигрывают или бывает тяжко, о них забывают, к большому сожалению, как это произошло в нашем случае. И, конечно, мы совершали подвиги, и те подвиги, которые сейчас совершает Азови, это тоже беспримерный подвиг, и это сила духа всего украинского народа. Это пример не только сегодня живущим украинцам, это украинцам, которые еще не родились или родились и пока очень маленькие или ходят там в школу. Они будут вспоминать этих людей, они будут о них говорить, дай Бог, что они выживут. Иншаллах, они выживут. У них, Украина, очень мощная поддержка. Невероятно сейчас, какие будут потери у русских, вот вы увидите. Главное, чтобы украинцы духом не сломились и держались, потому что будет страшное сейчас кровопролитие, страшное боестолкновение будет. Русские будут закидывать трупами просто своими, топить своей кровью они будут лезть в Украину. Это будет продолжаться. Путину нужна большая кровь, чтобы был шок внутри России. Победит он Украину, схватит он ее, круто. Не победит он ее, нужно как можно больше убить мужчин, чтобы был шок, была память, вспоминать этих, закрыться и начать чистки. Кто виноват в том, что мы не смогли победить Украину? Ага, это немецкие шпионы, тогда раньше были. Сейчас английские шпионы, американские шпионы. И так будет зачистка. Уже началась зачистка. Будет весь судебный состав зачищен. Будет весь генералитет зачищен. И ФСБ в том числе. Хотя ФСБ многие останутся при власти, но большая часть будет зачищена. Военные будут 100% зачищены. Сейчас, если они думают, что там как-то... Посмотрите, что было в Чечне. Все генералы, которые воевали, кроме самых мерзких и беспринципных тварей, вроде Шаманова, все зачищены. Убиты, ликвидированы под разными предлогами. Точно так же произойдет по отношению к тем генералам, которые сейчас воюют в Украине. Так что нас ждет очень интересное время. Так. Кутин, Чешок, Бич. Подтверждаю, Аслан, их зачистят как парандатов щеткой. Да, это в Россию в целом ты говоришь, а я сейчас говорил про другое. Я сейчас зачитываю просто этот комментарий. Привет из солнечной Одессы. Слава всем вильным народам. Салам алейкум. Ва алейкум салам, латентный хоббит. Рад вам. Приветствую вас, друзья. Распространяйте наши стримы в социальных сетях, друзья. По максимуму привлекайте внимание к нашим стримам. Так, салам. Ассаламу алейкум, всем доброго вечера. Вилпес, ва алейкум салам, Вилпес, Машвор, Тихнар, слава Ичкере, слава Украине, привитание с Беларуси, приятно тебя слушать. Удачи и прими лично от меня уважение. Живе Беларусь. Живе Беларусь, Тихнар, дякую. Спасибо. Слава Украине и всем свободным народам. Героям слава, Давид. Не знаю, подколы делает. Так, это подкол. Так, спасибо, Аслан, за вашу работу. Все правильно говорите. Сухракрым, да. Это тактика Жукова, бабы еще нарожают, да. Аддисурхо Ламаев, Аслан, Тайпан Милухо. И как ты относишься к Абдулхалиму Садулаеву? И знал ли ты Маулади Байсарова? Вот ты сразу столько вопросов у меня. Аслан, Тайпан сон Мазурхову. Нашхо усо. Муцар юштар. Нашхламтир. Усо. Нашхо дуктуа. Мазурхо олтуа. Как ты относился к Абдулхалиму Садулаеву? Абдулхалиму Садулаеву я относился с глубоким уважением. Я в 1994 году, перед самым началом войны, поступил в Исламский университет в городе Грозном. Тогда этот город назывался именно так. Исламский университет. И деканом у нас, и преподавателем был у нас Абдулхалим Садулаев. Тогда я с ним познакомился. На меня это он молодой парень был, высокий такой, широкоплечий такой, тоуш ногчик антуаркес. Произвел нам тихий такой, скромный, произвел на меня очень хорошее впечатление. Потом началась война, и потом я уже увидел, когда он уже по телевизору там и так далее, и так далее.
Знал ли ты Маулади Байсарова? Маулади Байсарова, наверное, знали все из 15-й, которого замочили кадыровцы там и так далее. По-моему, это был агент ФСБ, который представлялся как бы офицер ФСБ. На самом деле это был, по-моему, только агент ФСБ. А вот я его знал, даже я его видел один раз. Ну и все. Ну, вот так постольку я узнал, знал, что это убийца и преступник. Все. Еще вопрос от Адисур Холамаев. Исаак Шмулевич, салам, шалом всем свободным людям. Аслан, ты помолодел и похудел. Рамадан пошел на пользу. Шалом, витаю тебя, Исаак. Рад тебя видеть. Помните генерала Трошева, тоже настигла кара. Всех настигла кара. Всех. Вот кто там у нас воевал, основные, кто мог претендовать на власть и имел авторитет в армии для того, чтобы совершить переворот. Потому что ФСБ очень сильно боится армию. И она всегда зачищает этих, у кого есть авторитет. Так, Аслан Ложь, кто себя считает ночью, тот должен переживать друг за друга. Наш враг один русизм. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Ложь, Машой. У всех зависает эфир. Так, Россия сдохла. Еще пока нет, Ури, еще пока нет. Фриман, антипутинизм. Орки надеются к 9 мая успеть, а украинцы на увеличение бессмертного полка. Там уже более 20 тысяч вновь прибывших. Фриман, ты как всегда юморишь. Русские сами жить не умеют и другим жить не дают со своей имперской чумой. Величие русского мира, из-за которого страну превратили лепрозори. Именно так. Леди Хомашоль. Доброго времени суток, говорит. Леди, жадность русского народа налицо. Маулади и Шейхана Байсарова я знал, когда я был МШГБ. МШГБ. Для безумного русского царька люди мусор. Что свои, что чужие. Фриман, антипутинизм. Наркоман и бандит был Маулади. Да, абсолютно верно. Но я думаю, с его профессией не быть наркоманом было бы очень трудно. Так, Фриман, антипутинизм. Россия это империя зла, низости, подлости, веками приносящая людям горе, страдания и несчастье. Абсолютно верно. Так, Эдмомер, салам всем свободным людям, салам Астан. На канале у жены Гордона начали опять лить воду на чеченцев. Геращенко сказал, что один чеченец изнасиловал девочку. Надо говорить солдат РФ. Эдмомедов, вот этот Гордон, вот этот Геращенко, вот все эти люди, которые делают пробросы, они уже давно засвечены, и почему-то украинским обществом они не отторгнуты, даже когда началась эта война. Я не знаю, для чего это делается, почему их терпят. Я не могу понять, друзья. Ну, будем реагировать. Я сегодня короткий делаю стрим, я еще минут 20 посижу, и я буду там занят другим делом. Поэтому, друзья, я обязательно сделаю, но вы мне тоже давайте информацию, какая поступает. Я буду ее компоновать и постараюсь сделать. Я просто сегодня тоже не успел как следует изучить вопрос. Смотрел вот Каспарова и Гордона сегодня тоже начал смотреть, не досмотрел, не успел досмотреть. Тоже сидят два просто мерзавца. Один говорит, Гордон говорит, десятки тысяч погибло. На каком основании, Гордон, ты говоришь? У меня вопрос к Гордону, что десятки тысяч. На чем ты лично считал их? Тебе чеченская сторона, мы объявляем, точно ссылаясь на российского чиновника в Чеченской республике, установленного гауляйтера, Рамзан Кадыров лично говорит, убито 300 тысяч. Почему десятки тысяч? Кто вам это сказал? На каком основании вы так говорите? Почему мы говорим 300 тысяч, вы говорите, вы что, считали их, у вас есть более надежный источник информации. И ему Гордон говорит, Гордону нужно признать, при всем при том, что Гордон не признает независимость Ичкерии, у него своя позиция, при всем при этом нужно, я признаю, что Гордон никогда не позволяет пробросов или выпадов в сторону чеченцев. Гарри Каспаров,
Это такой клоун, шахматист, который возомнил себя каким-то великим политиком. На самом деле абсолютный имперец и конформист, который будет подстраиваться под любую ситуацию. И как Эд Мамедов метко заметил, чемпионы или там в соревнованиях, где можно стать чемпионом на такой уровень, ни гибнюков не посылают и не поддерживают. И поэтому я абсолютно уверен, что Гарри Каспаров такой же гибнюк, имперец и просто конформист, который будет подстраиваться под любую ситуацию. Главное, чтобы у него все пошло. Но так как он имперец, и они еще рассчитывают, что банда ФСБ сохранится, что их фашистская Россия сохранится, они на это очень рассчитывают и всячески пытаются, в случае, если пошатнется путинский режим, путинская вот, вертикаль, то они подхватят ее, опять влезут вот в эту систему, и эта система сохранится. Не буду вам показывать значок с этим пальцем, вот вам будет, а не свободная, новая созданная Россия с гибней, и вы там. Нет. Гибня как СС будет признана террористической организацией. Вы слишком много сделали бед. Сейчас в Украине воюет российская армия. Разорванная, ободранная, насильников и убийц. Это понятно. Но голова этой армии является ФСБ. Они координируют, курируют, организовывают это все. Они пытаются быть в сторонке. Они пытаются договариваться, получать Нобелевские премии мира через своего Муратова, как, например, делать, через своих сынков получать какие-нибудь дворянские титулы в Англии. Но при всем при этом все это делает ФСБ. Как когда-то СС, точно так же должна быть террористическая банда ФСБ, она должна быть признана террористической, она должна быть признана преступной, осуждена, и главные ее руководители должны понести суровое наказание, суровейшее наказание. Начиная там от Бортникова, Хвостиковой, Кочневой и другие убийцы и мерзавцы. Это обязательно должно произойти. Мы должны это все всегда говорить и напоминать. Никаких Каспаровых и там других мерзавцев мы не должны слушать. А по Каспарову, Гордону я отдельно сделаю все-таки видео. Просто я физически не могу, друзья. Я просто не успеваю. Очень много дел, очень много информации, которой нужно что-то делать. И я реально 24 часа вот получаю информацию, перерабатываю, общаюсь, описываюсь, говорю. Вот пока не сплю. Даже когда сплю, уже во сне мне это все снится. Но ничего, будем продолжать, сколько мы можем. Да, Аллах, сколько мы можем. 10 лет потребуется, 10 лет, 20 лет. Джохар Дудаев сказал 50 лет. Сейчас прошло, когда он это сказал, допустим, это в 95-м году. Да, это, по-моему, было. 27 лет с тех пор прошло. Еще 23 года. Я готов еще 23 года этим заниматься. И я прошу, присоединяйтесь все. Присоединяйтесь. Давайте вместе это делать. Вместе делать, развиваться. Молодежь особенно. Включайтесь в работу. Давайте работать. Так, не хотели, как во Франции, будет как в 1905-1918 году в России, говорит Фриман. Так, 1 сентября День детей в школе. Придется каждую неделю поднимать флаг России и петь гимн. Будут говорить причины войны с Украиной. Что думаешь? 1 сентября детям в школе. Ничего я не понял. 1 сентября. Что ты говоришь? Так, Фриман, добрый вечер. Ассаламу алейкум, аса. Исправь дату стрима. Сегодня 19. Да, точно. Я просто прошлый стрим у меня как осталось, и я не изменил. Это делается буквально за 1 секунду. Спасибо, что мне сказали. Бабам! Сделано. Баркал. Большое спасибо. Асланбек. Алейкум ассалам. Тиран душой, стукач от роду, себя вознес на пьедестал, и стал народ врагом народа, а он один народом стал, говорит Риман Путин. Отлично. Отлично.
Опять Россия на распутье. Ей повстречался, как всегда, Адольф Виссарионович Путин. Да, друзья. Когда Запад обижает только Путина, Путин говорит, Россия вам не простит этого. А когда санкции действуют на граждан, Путин говорит, санкции России не коснулись. Файтер из Израиль. Всем салам, шалом витаю. Шалом витаю, салам, Израиль. Файтер. Гордон, сливной бачок ФСБ, говорит Цезарь Коваля. Доколе Россия грозится будет НАТО. Он сейчас получит. Ложь – это норма жизнедеятельности русского человека. Фриман, антипутинизм. Так. Каспаряну в 2 хода поставлю мат. Если не получится, заеду в рожу. Легче дадашь. Так, у меня нет родственников в разведке. Никогда не будет. Это мои враги. Хоть пусть они будут мне братом. Кто за Россию? Для меня враги и враги моего народа. Так, Фрая Маршойль. Все псевдолибералы надеются, что Россия сохранится, и они будут делать прекрасную Россию будущего. Лицемеры. Да, абсолютно так. Именно они на это и рассчитывают. Аслан, правда, ты умница. Давайте без лести, друзья. Так, интересно, Аслан, вспомни, как отстаивали права наши добровольцы из батальона шейха Мансура, которые искренне с намерением помочь украинцам выдавались врагу, как это понять? Аслан, как думаете, как Путин парад проведет и как люди РФ на это отреагируют? Дойдет до них наконец, что на самом деле происходит? Мне кажется, Путин побоится выйти на эту площадь, просто встать. Потому что, я думаю, несколько этих дронов могли бы одновременно нанести удар. Просто. Конечно, там могут пострадать другие старые гибнюки. Он вокруг себя разных гибнюков собирает. Я думаю, никакой серьезный президент страны к нему больше не поедет. Ну, посмотрим. Я думаю, было бы очень правильно, если бы Украина применила бы эти методы, которые фашисты применяют против Украины. Так. Все путинских кошельков должны пойти на возмещение ущерба Чечне и России. Абсолютно верно. Все состояние абсолютно верно. Россия должна полностью восстановить все, что нам она нанесла, весь ущерб. Они за разрушенное жилье нам заплатили 300 тысяч рублей, 350 тысяч. Для того, чтобы получить это 350 тысяч, российским чиновникам нужно было дать откат 50% от этого. То есть 175 тысяч. По сегодняшним меркам это меньше 2000 евро нам платили. За разрушенное жилье там и так далее. За убитых там, это если вы дошли до Европейского суда, где-то доказали, вам хватило ума, знаний и так далее, и так далее. Нам Россия должна 1 триллион. 1 триллион долларов нам Россия должна. И много лет должна бесплатно газ, свет нам поставлять. Чтобы наше государство, наш народ, компенсация была. Извинение, покаяние, восстановление всего разрушенного, раскрытие всех архивов, выдача всех. Они не отдают трупы наших людей. Все наши тела выдать, все места, чтобы мы могли своих героев захоронить, как положено. Россия, фашистская Россия, должна понести полное наказание. Наравне с Украиной, Чеченской Республикой и в Сирии тоже. То, что она творила. Полный разгром российских войск. Это крах. Да, это будет полный крах. Вот вы увидите. Всех я призываю, бегите, русских фашисты, русские оккупанты. Не идите на эту войну. Нету у вас шансов. Если кто-то меня слышит, не думайте, что я навожу какую-то там ужас, пытаюсь навести там панику. Абсолютно нет. Все, кто меня смотрит, знают, я всегда говорю только лишь правду. Пытаюсь говорить только лишь правду. Я просто хочу, чтобы вы остались живы, чтобы меньше людей погибло.
Россия полностью будет уничтожена в Украине. Все, кто меня услышат, бегите. Раньше, когда Джохар Дудаев говорил про Россию правду, казалось, что мы там что-то себе хотим. Сейчас мы уже ничего не хотим себе. Все, что с нами можно уничтожить, геноцид, оболванить, унизить, оскорбить, Россия уже с нами сделала. Нам уже терять нечего. Мы просто хотим, чтобы меньше, я лично хочу, чтобы меньше было убийств. И ваших фашистов, оккупантов, которые туда пришли, и украинцев, которые, конечно, тоже будут гибнуть. Не в таком количестве, ну хоть в 10 раз меньше, но они тоже будут гибнуть. Поэтому, кто меня услышит из русских, передайте всем, кто у вас служит. Бегите. Бегите. Под каким угодно соусом бегите. Поднимайте белую тряпку, если вы там находитесь. Переходите на сторону Украины. Если вы еще не поехали туда, что хотите делайте. Получайте год, два, три свой срок. И этого вам не будет. Если вы начнете писать бумажки, вы отмажетесь. Потому что не до этого сейчас. Собирают всех, кто идет, с вами судиться, вас там гонять, убивать, пытать. Не до этого сейчас. Вы можете просто массово, если чем больше вы будете отказываться, тем будет сложнее вам репрессии применять. Объединяйтесь все и не идите на эту войну. Я вам клянусь, Аллахом вас всех там уничтожит. Вам ни одному оттуда не дадут живых уйти. Вас максимально там будут уничтожать. Причем с расстояния 80 километров, 90 километров вас будут уничтожать. К вам будут подходить, к вашим уже тлеющим трупам, чтобы подобрать ваши жетончики и ваши автоматы. А есть куски автоматов от вас, что останется. Если это от вас останется. Вот что вас ждет. Не едьте, вас ждет полный разгром. Также, конечно же, я обращаюсь к чеченским матерям, к отцам. Шайдел даш мабарит инахтик. Ху адай мабарит. Дох зулам душунар. О гендер душун. О дабох лехче дор, бохш дор. Дой ардушун шубеш. Ца бахандоч, ца умадоч, дой ардушун. А цига динуиснага военный преступник сан люгарушун. Да, цухи нахцабайн, а цаум диняец. Jim Khantoran, der Sanktisch in Vitamegis, Din Visa, Din Kesgvisar Bushunцига. Так, Аслан, так, пойдемте дальше. Террористическое государство. РФ подлежит демонтажу, иначе ближайшие территории РФ будут завалены сотнями тысяч трупов. Да? Аслан Тибарит. Ну, а бой Тарбух Уре. Шак тому ала. Фриман антипутинец. В одном из сел Свердловской области на реставрируемый храм установили купол с буквой Z. А вы знаете, что в России, в Германии, я у себя постил в сообществе, Z и V, если это две буквы, которые поддерживают войну в Украине, это связано с поддержкой войны Украины, карается от штрафа до 3 лет лишением свободы. Вероятно, много будет наказано сейчас. Уже много дел поступает. Есть такая страховая компания Цюрих, у них буква Z. Они решили убрать вообще этот логотип свой. Потом есть Zara, есть такая компания, да, одежды. Ее тоже она меняет. Это говорит о том, что вот этот Z, он приравняется к свастике, вот вы увидите, друзья. И это на много десятилетий Россия будет загнана просто в эту, извиняюсь. Так, украинцы еще на своем опыте после победы узнают, что такое гибнявое дерьмо типа Гордонов и всяких, кто русских солдат называет чеченцами. Верный маркер для определения русских агентов. Да, абсолютно верно, Асламбек. Абсолютно верно. Так, Ади Сурхо Ламаев. Аслам, брат Маулади Байсарова Ширани убил Ахмад Хаджи. Воровали на машине. И месть за брата Маулади взорвал Ахмад Хаджи. Так, Ширани убил Ахмад. Брат Маулади Байсарова Ширани убил Ахмад Хаджи. Ширани убил Ахмад Хаджи или Ахмад Хаджи убил Ширани. Воровали на машине, а месть за брата Маулади взорвал Ахмад Хаджи.
Он тогда был начальником охраны КРА и полковником ФСБ. И Делимханов потом убил Маулади. Ага, и к чему ты это? Я только что, я был вот этой версии придержан, которую ты мне сейчас говоришь. Но мне объяснили, что Ямадаевы там и так далее, они не убивали его. И убили, русские убили. Да, ну вот ФСБ, получается, убили. Но команду кто-то ждал ему на это. Правильно? И я сторонник того, я уже пришел к этой, поэтому к чему ты сейчас это мне говоришь? Ты хочешь сейчас что-то изменить? К чему ты это говоришь? Так, ой, тут вы написали. Надо везде в комментариях писать, не надо разделять. Все должны говорить, солдаты РФ, ни татарин, ни якут, ни мордвин. Эдмамедов. Да, абсолютно верно. Я призываю вас, друзья, не будьте просто пассивными зрителями на нашем канале. Пишите комментарии, Гордону пишите, другим, третьим пишите. Это должно быть массово, это должны увидеть. Пожалуйста, пишите комментарии, везде пишите, говорите, сообщайте, что абсолютно верно, говорит Эд. Никаких нету, никаких там татарин, не говорят же, вот татарина убили, татарин изнасиловал. Нет, это русская армия, это российская армия. Это российская армия творит это зло. И найти какого-то чеченца, который там изнасиловал, может быть, какую-то женщину, и потом сказать, о, это чеченец, Геращенко, ты мудак полный. Если ты так говоришь и приводишь это. Мы чеченцы, мы за Украину, мы здесь, начиная воюющий от Исы Мунаева с первых дней, который погиб, сражаясь за Украину, по сегодняшний день, который гуманитарную помощь, Хусейн Исханов, которому за 60 лет возит сам лично вам гуманитарную помощь. При том, при всем, мы перенесли геноцид. Мы находимся в лапах полностью оккупированного фашистской России. Мудачье ты, Герасимов, как тебя там, Геращенко или кто ты там. Хрюн ты толстый. Хватит говорить, хватит нас провоцировать, чтобы мы тут, вас тут делали. Хватит, мудачье вы самое настоящее. Будьте людьми, твари, подрусские твари. У нас, мы знаете, сколько таких тварей видели. И вы тоже себя ведете как твари подрусские. Извиняюсь за эмоции, просто накипело уже. Аслан великолепный. Аслан, привет. Осман великолепный. Аслан, привет. Спасибо тебе за работу. Пожалуйста. Аслан настроение. Диким юхар, доки докар леди. Слава Украине, героям слава. Так, друзья, я перемотаю. Аслан, кадыровские мулы вчера еще кричали, что путь Ахмата это цель сохранить хоть одну жизнь чеченца. А когда Кремов пошел в войну на Украину, то сразу прививать стали священный джихад. Как-то нелогично. Абсолютно теория фактор. Абсолютно согласен. Они это кричали. Но нету кадыровских мул. Друзья, это ФСБшные мулы. Они входят в духовное управление мусульман. Кадыров тоже ФСБшный. Это все агентура ФСБ. Это ФСБшные мулы. И ФСБшные мулы, и мы должны четко определить, что зло идет из ФСБ, из Лубянки. Это самое страшное для них. Они вот этого боятся. Мы должны бить именно по нерву, в точку мы должны бить. Самое главное зло это ФСБ, Лубянка. И вот эти муллы кадыровские, это их марионетки. Если завтра скажут, они на шею повесят крест. Если завтра скажут, они повесят, я не знаю, что угодно на шею и будут делать все, что им скажут. Они будут, у них нету никакой религии, они не верят в Бога. Если бы они в Бога верили, они бы не служили сатане, дьяволу. Это Лубянка и ФСБ. Они не верят в Бога. Я убежден, что они не верят в Бога. Поэтому они никакие не верующие мулы. Это обычные кадыровские, не кадыровские, а ФСБшные муллы, или если их так можно назвать. Поэтому правильно ставьте. Абсолютно я с тобой согласен, что для чеченский народ все это для них ничто. Главное, чтобы они остались у власти. Сказали команда. Все, сидит этот муфти Сала Межиев там, дал Халлакуэлла.
ما بيقم خير بغاية هون علي ليش لك دوي عسيري نادا يوريتشي أوكراني نادا يوريتشي نا بوي إتشبول جخد دوي هون دال بيقم بيربون نوچي قوم دي بيقم بيربون هون дела его был опасный, был преступник. Он сидит и говорит, что не надо на заборе, головы надо отрубать. Они рассчитывают, что как в Чечне им проканало, сейчас проканает, Россия большая, великая. А, нет, заканчивается ваша тема. Вам наступает конец. Да, может это 23 года еще продлится. Но Сахель на руку, и Мусалам и жив, 65 тебе будет, 70 тебе будет. Вот тогда тебе скажут, постучат в дверь и скажут, а ну выходи, Салам и жив. Помнишь, ты на войну людей отправлял? Через 23 года, а быстро пролетят эти 23 года. Наши жизни ничего не имеют, никакого значения не имеют. Мы можем умереть, но преступления будут наказаны за все, что вы делаете. Дал мула. Так, весь флот РФ по приказу штаба в печальном настроении с подмоченной репутацией прячется в Новороссийской бухте. Украинские защитники подмочили величие. Да. Основные люди, которые умеют думать, не поедут на Украину, в Украину. А люди, верующие в пропаганду, пусть умирают, они этого заслуживают. Не дадим ни одному уйти, иншаллах, это правда. Да, Алмула. Русские, ищите украинские корни, если вам придется искать пятый угол. Я давно им сказал, они будут и татарами, и мордвой, и там другими, третьими, и украинцами. Все от них будут шарахаться. Ну, об имперцах речь не идет, а есть русская нация, есть русские люди. Не идет обо всех русских, которые в Украине русские живут, сражаются против этого Мордора. Мы должны это понимать. Речь о политических русских, то есть об имперцах, которые возомнили себя вершителями судеб целых народов и государств. Так, Москва сгорела, это звучит символично. Да, и пошла на дно, кстати говоря. Телевизору и попам в России скоро будет сложно объяснить быдлу, почему быдло грызет черствый сухарь, а путинская шваль купается в роскоши. Да. Так, те, кто надел на глаза шоры, должны помнить, что в комплект входит еще и узда и кнут. Да? Сон Шевчука сбывается о Москве, которая сгорела. Шевчук, мамацари. Так, ассаламу алейкум, наконец-то успел на твой стрим. Ва алейкум ассалам. А вы мультик видели насчет Z, Рязанский сахар показывал? Да, видел, отличный мультик. Кавказцы, я не пойму, проклятые России веками убивают нас, как можно за эту империю воевать? Да, Мавлюк, я в шоке от это не Кавказ, это предатели кавказской нации. Аслан Рогозин запустил ракету с табуреткой для космонавта. Аслан, ты настроился 25 лет воевать, но уверяю тебя, 24 года России в сегодняшней границе не будет. Россия распадется на 7 регионов и будет под внешним управлением западной коалиции. Иса Медаев, дал мукла, амел элек, дал дуэли. Я говорю, что я это буду делать в любом случае. 23 года еще, я 50 лет Джохара Дудаева просто исхожу, потому что он не ошибался в своих прогнозах чаще всего. Но я надеюсь, в этом он ошибся. Очень я на это надеюсь. Потому что система, мир, цивилизация, прогресс, там, технологии, вот это все может, это быстро произойдет. Очень я на это надеюсь. Но даже если не произойдет, 23 года я готов. Ну, а что мне? Я пока живу, как говорится, надеюсь, будем дальше продолжать. А так, я очень надеюсь, что в этом году, я хочу, чтобы это был сюрприз для нас всех, да, и для врагов, чтобы понимали, что даже 23 года для нас еще не проблема. Я рассчитываю, что в этом году будет большая жирная точка поставлена с фашистской Россией. Да, Алмула. Даже не до 24 года.
Русские вы разбудили вековые залежи зла, и хлынула огненная лава всеобщей ненависти к вам. Весь мир теперь ненавидит вас. Да, и это только усиливается. Только это вот набирает обороты, набирает обороты. Так. Адисур Холамай. В Украине кабардинцы, осетины, дагестанцы, татары, другие народы для украинцев. Эти чеченцы. Ты бой тицкан эшкал, аду давлету. Да, аду. Аслан хазуава. Свегар хумдалясун. Гитир доулаш со. Мара душун со. Просто сай. На эмоция ушун дюан. Самые опасные из народа это муллы, они разделяют народы. Так, я перемотаю, друзья. Мы ждем, не дождемся, когда Кадыров, Даудов, Делимханов и все остальные получат Героя России посмертно. Собор, не стоит эти чмари наших эмоций, только полное презрение моральным уродом. Асланбек, абсолютно ты, как обычно, прав, Дион. РФ должна развалиться, и мировое сообщество должно открыть все архивы КГБ и ФСБ и вывести всех агентов по всему миру. И этому все идет, так и будет. Дал мула Эдмамедов, дал мула. Так, друзья, мы уже больше часа в эфире. Я думаю, Машуоль, Машал Гиль. Так, груз год Асан. Приветствую, друзья, всех. Адам Аушев, сан чун матуах нага. Адам Аушев, сан чуч матуах нага, Аслан. Адам Аушев, минутиш. Сан чуч матуах. Я марадол дель душунар просто так. Я только что слушал вот этих разных ублюдков и накипело, боже, да. Так, Рашку я могу понять, почему они так Кадырова пиарят, но почему Украина тоже с таким удовольствием говорят о кадыровцев. То есть, я тебе объясню, есть хохлы, это подрусские, они очень рассчитывают, сейчас подерутся, побьются, Путин подвинется, и они опять с русскими фашистами договорятся. Им на Чечню плевать, им на украинских патриотов. И украинские патриоты для них угроза. Для них реально угроза, потому что украинские патриоты хотят дерусифицироваться. А эти хотят быть в этом русском дерьме плавать, извиняюсь. Вот в чем проблема. И мы должны вот эти, Геращенко, Гордон особо не говорит на эту тему. Есть, еще некоторые там есть товарищи. Напишите, кто говорит. И я призываю украинцев, тоже так же реагируйте, дорогие мои. Пожалуйста, реагируйте. Вы должны это понимать, что мы это говорим не только в защиту себя, но и в защиту вас. Понимаете? Вам это потом аукнется. Все это вернется к вам. Вы победите не Россию с такой силой, с такой мощью связано, а каких-то предателей кадыровцев вы победите. Вы веками сражались, голодоморы, миллионы людей гибло у вас, чтобы оказывать сопротивление. Партизанщина была, сильнейшие боестолкновения были, герои были, умы были величайшие, которые боролись за свободу Украины. И они боролись не от кадыровщины, да? Они боролись от Российской империи. И теперь вы, когда побеждаете, у вас все шансы победить, ваша победа сведется к кадыровщине. И русня вот эта, фашистская русня, она останется. И она не будет непобежденная. Понимаете? И вашей победы нет. Значит, они вас убивали, побеждали, а вы так и не победили. А победили каких-то вы кадырят, которые на второй, третьей линии, говорит, как этот Гиркин рассказывает, находятся на второй, третьей линии боев и занимаются чисто карательными методами. А воюет реально с вами русская армия. И в ней много людей, и татары, и буряты, и башкиры, и все остальных. Но это русская армия, которая пришла вас убивать. И так далее. Поэтому, друзья, не опускайтесь, не опускайтесь.
Аслан, все в норме, мы понимаем тебя. Дуже дякую, Деон. Цимбалюк тоже так говорит. Да, Цимбалюк такая же хохлядская крыса. Так и буду его называть. И этих людей не надо поднимать, не надо их пиарить, не надо их раскручивать. Так, американские реагенты поставили тяжелое вооружение. Да, Россия, оружие, все полностью, ленд-лиз для Украины открыт. Помощь, поддержка будет полная Украине. Дело в том, что просто время нужно это поставлять, вот, пока доедет, соберется, там, распакуется, обучат людей, чтобы им управлять этим оружием. Но оно будет поставляться. Оружие будет бессменным потоком. Путин уже в панике. Они не знают, что делать. Они сейчас уже призывают нанести удар по стране НАТО, которая поставляет оружие. А это вызов для страны НАТО. В таком паническом состоянии. Помните, Путин сказал, мы что, будем с НАТО воевать? Вот именно у них такая ситуация, что они с НАТО воевать не хотят. А теперь они уже такие вещи начали уже говорить. Мы будем. Они в отчаянии. Они просто не знают, что делать. А сейчас будет крупное боестолкновение. Россия накопила войск, оттянула от Киева, отовсюду. Сейчас нужно Мариуполь захватить. Не могут они взять Мариуполь. Мариуполь конкретно стоит. И Мариуполю помогают. Да, об этом сейчас не очень много идет поддержки, помощи. И будет дальше поддержка, помощь. Время работает на нас. Время работает против фашистов, оккупантов. Они сейчас все силы стянули и сейчас хотят как максимум удар сделать. Максимально сокрушить ЗСУ, Збройные силы, вооруженные силы Украины. А вооруженные силы Украины вооружены, и они могут на расстоянии так далеко точечно уничтожать все. Вся разведка, все спутники, все работает на Украину, понимаете? Нету шансов, никаких шансов нет у фашистов. Никаких. Они в панике просто, фашисты. Они не знают, что делать. И вот Украина будет методично до одного уничтожать. И вот они сейчас задумываются нанести ядерный удар, химический. Полностью, информационно, политически, в военном плане, во всех планах Украина на высоте. В морально-психологическом плане Украина на высоте. Нет шансов у фашистов, у русских оккупантов. И нам сейчас будут рассказывать про каких кадыровцев, там, мудыровцев, запачка чеченцев и так далее, и так далее. И вот эти Геращенки, Миращенки, разные вот эти ублюдки будут нас делать. И вы обратите внимание, они все вот эти заодно бывают, друг друга рекламируют. Гордон может Геращенко прорекламировать, или Геращенко может Гордона прорекламировать, там, и так далее, и так далее. Вся эта гибнявая шваль, которую нужно зачистить. Украине нужно открыть все архивы, нужно убрать всех старых вот этих СБУшников. Почему до сих пор СБУшники не сидят? И да, там есть честные, наверное, я не сомневаюсь, есть честные, порядочные люди, патриоты своей страны. Но армия сегодня, пока вся сила у армии, армия должна поставить четкие условия и зачистить украинские патриоты из вооруженных сил Украины. Зачистить, клянусь, вы потеряете в 100 раз больше украинцев, если вы этого не сделаете. Трудно, не трудно, разобраться, не разобраться, не знаю. Уволить всех можно, потом надо набрать новых, чистых, свободных людей. Никого, чтобы с ФСБ связаны не были. Никого. Или же они должны, если они искренние, вот эти СБУшники, они должны все связи с ФСБ они должны выдать. И всех наказать их нужно. Вот такая вот история. Так, друзья, я на этом наш стрим тогда заканчиваю, друзья. У меня просто еще очень есть важные дела. Не пугай меня, я столько не проживу. Я с 24 февраля почти уверен, что увижу конец Мордора. Асланбек, да, Мула Асланбек, в этом году мы увидим. Вот, да, Мула, мы в этом году увидим.
Адисур Холомая, остан Гордон, дик позиции, лецен с нашей стороны, и он был, я наблюдаю за ним, наблюдать дня, дикция динонцун наблюдать. Наблюдать дина цувайн хаздош ош, хорошие парни, да, у них потери были там и так далее. Хуна орги хаш хукш дочу тердугон. Ты поверхностно наблюдаешь за всем. Надо глубоко смотреть. Гордон отказывает тебе в праве на твою государственность между делом. Править на твое государство, на твою Ичкерию, Гордон тебе отказывает. И после того, что вот их там убили, мучили, там туда-сюда, это ничего не значит. Это когда он отказывает тебе в этой государственности, это значит, что тебя второй раз тоже будут делать то, что опять убьют там и так замучают и так далее сделать. Если у тебя не будет государства, не будет своей армии, не будет вхождения в НАТО, международные гарантии и так далее, и так далее, и так далее. Как сегодня человечество научилось защищаться. Особенно касается это небольших народов вроде нашего. Поэтому да, не того, что он сказал, хорошие ребята, это хорошо. Но после того, как над нами опять русские совершат геноцид, и это будет внутренним делом России, как Гордон это утверждает, что мы часть России, то опять Гордон скажет, опять эти нехорошие русские убили. А потом он с Кобзоном поднимет тост за великих русских там и так далее. Поэтому надо чуть-чуть зрить корень, надо чуть-чуть расширять свое мировоззрение, мировосприятие Адисур Холомаев. Вот так надо подходить к этому вопросу. Не надо подходить примитивно. Ты за это все, он сказал хорошо, он наш брат, все. Или если он работает в ФСБ, но он говорит хорошо за шариат, там он это наш брат добился, иншаллах, молодец. Там, это. Нет. Так государство не строится, так национальные интересы не защищаются. Чуть-чуть по-другому. Тебе надо немного подучиться. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Далмула. Слава Украине, слава Ичкерии. Господи, благослови Америку. Адикюэль маш оль, друзья. Адикюэль.